А далее о ситуации с коронавирусом. Глава Коми на неделе сообщил, что на плато, когда число заболевших изо дня в день примерно одинаковое, наш регион выйдет не раньше середины декабря. Главной причиной роста заболеваемости он назвал то, что люди перестали соблюдать простые правила безопасности – носить маски, обрабатывать руки. Пандемия длится уже так долго, что страх перед болезнью сменился банальным раздражением, а это играет вирусу на руку. Проанализировал ситуацию и пришел к тревожным выводам Евгений Стокас. Конец марта, начало апреля. Всероссийский локдаун. Романтичные иллюзии о том, что корона обойдет страну и республику стороной, рассыпались. Сначала массовое заражение в Эжвинской больнице, затем болезнь расходится по районам. Становится понятно, что от ковида не скрыться нигде, но все равно хочется забиться куда-нибудь поглубже, потому что находиться на улице, где хозяйничает зараза, физически неприятно. Масок, как и других СИЗов, везде не хватает, шить их начинают все, от предпринимателей, домохозяек до фабрик и театралов. Костюмы мы все отложили, точно так же, как и отменили же пока массовые мероприятия, спектакли. Поэтому все пришлось отложить и быстренько взяться за эту работу. Диву даешься, когда вспоминаешь, с каким ужасом мы все смотрели друг на друга в те дни начала пандемии. А тогда 30 заболевших в день было сенсацией. Сейчас в ноябре мы ставим рекорд за рекордом. По 2500 зараженных ежесуточно. Но былого страха как будто и нет. Наоборот, автобусы забиты, на удаленке почти никого. Как будто чем хуже все вокруг оборачивается, тем беспечнее мы все становимся. Мы привыкли считать, что сограждане люди сознательные, но цифры-то говорят обратное. Власти республики этот парадокс тоже видят и признаются, что при всем желании ввести новый локдаун не получится. Очень часто я наблюдаю, когда захожу в общественные места, в магазины, и смотрю, как надета маска. Маска надета, к сожалению, либо на подбородок, либо ниже носа. А следовательно, она не работает. Именно это, вот высокая контагиозность инфекции и несоблюдение первичных мер, ничего нового. Вот это снова та же самая история. И наша активность, как я уже сказал, везде, на работе, в общественных местах. То есть мы очень много контактируем, мы живем обычной жизнью, ну а вирус нас за это наказывает. Если сегодня вдруг такую создать ситуацию, и мы снова окажемся в такой вынужденной изоляции, я вас уверяю, буквально через неделю все снова уйдет на те же 30-40 случаев ежедневно, 50 максимум. Это будет вот ответом на все вопросы, почему мы растем. Но мы этого сделать не имеем права, потому что мы за весенний-летний период практически потерпели крах экономический. По словам главы Коми, республике предстоит пережить еще 2 цикла подъема, и к середине декабря регион должен выйти на плато, после чего пойдет снижение заболеваемости. Но это если мы договоримся, что противоэпидемические меры для нас нужны. К примеру, в Швеции с самого начала эпидемии Минздрав не стал вводить слишком жестких мер и не призывал носить маски даже медицинских работников. Как итог, уровень смертности в стране на миллион жителей превысил даже, не поверите, итальянский. Сейчас эту политику пересматривают. Есть и обратные примеры. Тайвань, где живет 24 миллиона человек, а первый случай заражения был зарегистрирован еще в январе, потерял всего 7 пациентов. Заболело там меньше 600 человек. Все дело в введенном запрете экспорта масок за рубеж и обязательном их ношении для всего населения. Причем и в Швеции, и на Тайване не было режима самоизоляции, просто разный подход к профилактике. Так почему маски так помогают? Ответить можно без слов. Это обычный человеческий чих, без маски, с однослойной тканевой, двуслойной и хирургической маской. Нагляднее некуда. Вирус распространяется с каждым выдохом и уж тем более с кашлем. После выхода из тела и вирусы, и бактерии не умирают, а остаются в атмосфере. Чем они меньше, тем опаснее. Мелкие частицы цепляются за пыль и воду и оседают на внешней стороне наших масок. Вот такое облако появляется в закрытом помещении после однократного кашля. Но иметь защиту для лица – это одно, нужно уметь ей пользоваться, с чем, как выяснилось, у нас почему-то проблемы. Врач Елена Ильиных не понаслышке знает, как важно носить маску правильно. Она работала с ковидными больными в красной зоне еще в апреле.
Медицинские маски бывают разные. Бывают просто вот они одинаковые с обеих сторон, да, одного цвета, тогда без разницы, какой стороной к себе их одевать. Большинство медицинских масок имеет более яркую цветную сторону, чаще всего синюю, и более бледную другую сторону. В этом случае маска одевается на себя более светлой стороной, потому что здесь находится фильтрующий слой, который не допускает попадания вирусов в окружающую обстановку. То есть мы одеваем маску, мы ее правильно распределяем в складочки, обязательно защипываем вокруг носа, чтобы здесь не было, скажем так, пространства, проверяем, плотно ли она прилегает к щекам. Мы часто видим, находясь в общественных местах, что многие люди маску просто одевают на подбородок, чисто формально, да, вот у них есть маска, и их, наверное, не штрафуют, если будут штрафовать, они быстро ее наденут. Но в этом случае, естественно, маска никого не защищает. И даже если вы одеваете маску просто на рот, она тоже не защищает, поскольку очень много вирусов выделяется через носовое дыхание, и много вирусов попадает на слизистую носовой полости, где коронавирус точно так же может начать воспалительный процесс. Скоро вирусу, который превратил 2020 в кошмар наяву, исполнится год. И мы, если честно, устали его бояться. Но как бы нам этого не хотелось, он-то не устает. Практика последних месяцев показала, что больше половины всех заражений приходится на так называемых тихих заболевших. Это люди, которые симптомов не имеют, но выпускают вирус в среду. Для этого не нужно кашлять, достаточно где-то дышать, с кем-то говорить, всего-то нужно жить. И таким тихим заболевшим может стать каждый из нас, а может быть, уже стал. Всегда быть в маске, судьба